дорогие друзья, коллеги. Хочу поздравить всех друзей, партнеров, российскую науку в лице Академии наук Республики Саха-Якутия, Институт мирзаводоведения, Институт биологии, Институт естественных наук, ИПС, СВФУ, АГАТУ, все научные коллективы, которые работают в Республике Саха-Якутия, проводят исследования и делают большой вклад в развитие российской науки, а также прикладные направления, которые очень полезны для народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Бытность работы в правительстве Республики Саха-Якутия, работая в парламенте Республики Саха-Якутия, я очень тесно взаимодействую с научными светилами нашей республики, опираясь на их научный багаж, опыт. И это позволяет, конечно, органам власти, парламенту вырабатывать совершенно правильные, эффективные решения. Без опоры на науку принимать решения, вырабатывать проекты в принципе невозможно. Поэтому я очень благодарен всем коллегам, представителям научного мира Российской Федерации в Республике Саха-Якутия, пожелать успешной работы, творческих порывов, поисков, решений, здоровья, благополучия вам. Спасибо. Слово предоставляется заместителю директора автономного учреждения музейного комплекса «Моя история» Дичковской Марьяне Артуровне. В первую очередь позвольте поздравить вас с Российским днем науки. Поскольку все вы являетесь представителями науки, кто-то нынешние, кто-то будущие как студенты. И сегодня мы открываем в такой хороший день выставку, посвященную 110-летию Георгия Павловича Коротова. На этой мультимедийной предметной выставке вы узнаете о его жизни, о деятельности, которая настолько многогранна, что мы даже на своей выставке не могли вместить всего того, что успел за свою жизнь сделать Коротов Георгий Павлович. И поэтому, может быть, название выставки «Коротко о Коротове» — это действительно так. Мы не могли вместить все грани научной, трудовой деятельности этого человека. Георгия Павловича с полным правом можно назвать Ломоносовым аграрной науки, поскольку его труды, его деятельность, его научные труды позволили существовать многим отраслям сельскохозяйственной науки и сельского хозяйства вообще. Особенно большая роль Георгия Павловича в сохранении генофонда якутского аборигенного скота. То есть та задача, которую нам ставит и сейчас уже правительство нашей республики, началось еще тогда, в те далекие годы, когда Георгий Павлович первым, может быть, даже и в Советском Союзе начал работу по сохранению генофонда якутского скота. И поскольку деятельность Георгия Павловича Коротова очень многогранна и широка, то мы организовали целый цикл мероприятий, как бы фестиваль, посвященный 110-летию его жизни. Весь февраль будут проводиться мероприятия, посвященные разным направлениям деятельности, таким как животноводство, молочное хозяйство, охотничье промысловое хозяйство и звероводческое. Итак, мы сегодня открываем эту выставку и цикл мероприятий и считаем, что она будет очень интересна и его нынешним коллегам, и студентам, и школьникам, которые будут выбирать себе профессию. Возможно, они заинтересуются и пополнят ряды вас, ученых, студентов. Поздравляем вас с открытием выставки. Слово предоставляется исполняющему обязанности директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Якутского научного центра, доктору биологических наук Чирозову Михаилу Михайловичу. Уважаемые
участники открытия нашей выставки. 21 января 1913 года родился в далеком, я считаю, в то время по транспортным меркам государством Руси. В то время, наверное, его самостоятельность была довольно условна. Мальчик, который самостоятельно смог научиться читать, писать, и потом даже уже в определенном возрасте он занимался тем, что просвещал народ, учил взрослой грамотности, и так получилось, что он был направлен в центральный вуз, это был выпускной институт в Балашихе Московской области, который выпустил очень много известных специалистов, в котором работали много ученых из центральных еще более вузов, Московского университета и других. Вернулся в республику. И он в дальнейшем всю свою жизнь, начиная с приезда в 1934 году, в дальнейшем он посвятил нашей республике. Его интересы очень оказались разнообразные. Он начал с клеточного звероводства, потом начал заниматься акклиматизацией американской ондатры. Мы уже сейчас, наверное, забыли, что она американская. В дальнейшем он участвовал в работах, посвященных восстановлению соболя, песца, и стал начальником управления охотничьих промысловых животных. В то время это было Министерство сельского хозяйства, и стал заместителем министра сельского хозяйства. Вроде бы вот так идет. В течение, он занимается животными, в основном как бы естественной природы или находящейся в искусственных условиях. И в дальнейшем, конечно, в жизни всех людей того периода обком партии был очень важной такой структурой. Он работал и инструктором обкома партии, и в 1947 году его одного из тех, кто показал себя, в том числе в научной работе, профессор Габашев, это тоже легендарная фигура в истории сельского хозяйства, уже предложили перейти на работу в якутский филиал Академии наук СССР. В то время еще была якутская база, и он начал активно работать и там. Ну и вот у него в то время вот наука, производство, образование было очень перемешанное, и вот он был везде. И в 1956 году его, как очень опытного организатора, назначили директором Якутского института сельского хозяйства. В 1956 году это ему было только 43 года. Вот молодой, по сути, парень смог организовать из ряда направлений. В то время уже были определенные станции, и он создал институт, который он в 1959 году передал легендарному директору Михаилу Григорьевичу Сафронову, который 28 лет был директором, и вот сейчас институт носит его имя, но в истории любой организации очень важно директор-организатор. И вот у нас Георгий Павлович, директор-организатор, в дальнейшем институт, и много-много направлений. Был период, когда общая численность сотрудников доходила по всем ПХ, хозяйствам несколько тысяч человек. Конечно, это был период совсем другой исторический, но до сих пор мы являемся крупнейшим центром аграрной науки на северо-востоке России минимум и в Дальнем Востоке в том числе. То есть в этом плане большой вклад внесли те направления, которые Георгий Павлович у нас осуществил. И я приглашаю всех посещать выставку в обычные рабочие дни, кроме понедельника и вторника. Приходите, студенты, смотрите, изучайте. Она у нас готова на 99%, там еще кое-что мы добавим. Я хотел бы сейчас сказать большое спасибо партнерам, потому что, по сути, на большую часть экспонатов выставки это наша совместная работа. И я хотел бы, чтобы сейчас мы аплодисментов поблагодарили людей, которые внесли огромный вклад. Но в первую очередь я хотел бы поблагодарить генофондное казенное предприятие «Якутский скот» и лично директора Артемьева Александра Еремеевича. Он сейчас находится в аэропорту, готовится вылететь на очень большое мероприятие. Давайте поаплодируем. Большое спасибо. У них сегодня будет дискуссия. Они постарались
Я вот вижу по количеству народа, получится ли всех накормить, но успевайте в этом плане. И еще есть учреждение, которое в свое время, в которое отпочковалась компания «Якутский скот», это Саха-Агроплем, Жирков Алексей Дмитриевич, он здесь, с нами, аплодисменты Алексей Дмитриевич за поддержку, очень хорошие фанаты, которые во многом составлены. Между прочим, у них есть свой музей, такой небольшой ведомственный, в котором еще больше фанатов. И вот Татьяна Андреевна здесь у нас, наверное, будет главный экскурсовод по нашей выставке сегодня. Это основной, ну, это как бы главный организатор, но это не было при поддержке наших министерств, Министерства сельского хозяйства в первую очередь, потому что они тоже определили ауру. И здесь у нас Осипова Галина Николаевна. Галина Николаевна, аплодисменты Галине Николаевне, наш класс так как город начинал с тех структур, которые у нас были связаны с животными дикими, это, конечно, Министерство экологии и природопользования и лесного хозяйства, которые у нас тоже представлены аж двумя такими организациями, это дирекция биологических ресурсов, отдельное звание природных парков, ну и департамент охоты, тоже 11 февраля у них свой день, и они придут туда специально, чтобы показать те вопросы, которые есть. Я могу сказать, что в какой-то мере, охраняя животный мир и используя довоенные годы и послевоенные, Георгий Павлович определил тот интерес, который в целом есть животному миру, который вылилась в систему особо охраняемых природных территорий. И здесь у нас присутствует министр экологии определенного периода и сейчас ныне председатель комитета Афанасьев Камиланович. Конечно, у нас сельское хозяйство, у нас на самом деле, вот мы так очень пока аккуратненько говорим, что мы в 1956 году создались, но мы имеем официальные документы, когда в 1926 году Максим Кириллович Амосов создал Советом Народным комиссаром распоряжением сеть сельхозпредприятий, станций, полигонов, и самое главное, в декрете 1926 года написано создать ветеринарный институт. В дальнейшем, через неделю, он его назвал ветеринарно-бактериологический институт. Поэтому можем сказать, что мы должны сейчас тихонько создавать новую историю академической науки у нас в Якутии. У вас у всех есть штамп в голове, что самый первый институт – это Институт языка и литературы. В 2035 году мы должны постепенно, ну вот не историки, но потихонечку надо обрабатывать общественное мнение, находить документы. Мы очень скоро, думаю, в 23-м начнем, в 24-м завершим. Мы являемся старейшим научным институтом нашей республики. И вот эта выставка один из камешков, который мы доказываем. Поэтому, конечно, сельхознаука, сельское хозяйство у нас основное, наше детище, наша отрасль, в которую мы вкладываем всю душу. И вместе с нами здесь Находкин Андрей Михайлович, председатель комитета, как раз который курирует сельское хозяйство нашего собрания. Аплодисменты. Спасибо вам, что вы подошли. И, конечно, наше Министерство науки, образования и науки Республики Саха-Якутия, то, что она организовала такое интересное мероприятие. Здесь февраль будет проходить под эгидой Дня без науки, и оно посвящено в целом республике 85-летию со дня рождения Владимира Петровича Ларионова, первого академика народа Саха. Но мы у нас в институте объявили год годом Коротова. У нас будет целая серия мероприятий в течение года, а с программой можете познакомиться, вот афишки уже многим пустили в соцсетях. 11 февраля у нас будет очень интересное мероприятие, посвященное как бы охоте, охраняемым природным территориям. 18-го у нас будет все посвящено мясу, технологиям, вопросы связанные с переработкой. Там вы узнаете о породах животных, в том числе не только крупнорогатый скот, но и олени, лошади. И все завершится у нас вот такое мероприятие 24 февраля, где мы на круглом столе, и будет день «Все о молоке». Все это проходит в очень удобное время, выходные дни, с часу. Приходите с семьями,
студентов приглашаем, чтобы вы тоже все посетили. Там у нас не только такие вещи, связанные с интеллектом, но и такие познавательные, практикоориентированные мероприятия. Ну и все, выставка будет работать до 26 февраля, но я думаю, там 2 дня просто выходные, а так мы до конца февраля работаем. Всех с праздником. Думаю, что такие личности, как Георгий Павлович, должны освещаться, о них должны помнить. Если помним о своих предшественниках, мы знаем, что было, что есть, и мы видим вперед, что надо делать. Это очень важно. Человек, как бы, можно сказать, оркестр научный, который развивал много направлений, который сейчас существует в виде больших отраслей, которых важны для республики. Ну и, конечно, возрождение якутского скота, надо сказать, это большая государственная задача, которую сейчас выполняют большие предприятия. Мы тоже будем делать научные работы, связанные с клеточными технологиями, связанными с такой большой проблемой, как инбридинг, который сейчас все-таки отмечается. Поэтому все нас ждет большое интересное много событий, мероприятий. С праздником всех вас. Спасибо, что вы меня дослушали до конца. Ура! Елена Ольга Марковна, внучка Георгия Павловича. Она сейчас скажет несколько слов о дедушке и плюс еще, наверное, что-то определенное. Здравствуйте, Ольга Марковна. Добрый день. Мой дедушка, каким он был, каким он остался в моей памяти. Прежде всего, это был фанатик науки, фанатик своего дела. Он был, конечно же, трудолюбивым, отзывчивым, человеком, ученым с большой буквы. Прежде всего, хочу вспомнить о том, что он часто бывал в командировках, очень много привозил подарки, которые я помню до сих пор. Очень был гостеприимным человеком. В его семье радушно принимали всех земляков, людей, родственников Сунтарского улуса. В 1935 году он закончил рабфак и поступил в Московский зоотехнический институт в Балашихе, где встретил мою бабушку Шелухину Любовь Ильиничну, уроженку Ивановской области. И у них родилось 3 детей. В 1940 году они приехали в Якутию и вот там уже и остались. 3 детей, 3 старших детей, к сожалению, их уже нет с нами. Это старшая дочь Эмма, она врач по образованию, всегда жила в городе Москве. У нее дочка, получается, внучка Георгия Павловича, Ирина. То есть нас 2 внучек, да, вот я здесь живу и Ирина, которая работает в Москве, известный художник-реставратор. Вся семья у них художники. Муж Ирины, известный в России и за рубежом художник Юрий Кротов, ученик Ильи Глазунова, и сейчас он работает в академии, преподает в академии Ильи Глазунова. А внук, получается, правнук Георгия Павловича, тоже известный художник, закончил институт имени Сурикова. Дальше Вера, это моя мама, средняя дочь, это филолог по образованию. И даже хочу вспомнить такой факт, что в 39 лет она уже получила орден «Знак почета». То есть в советское время в 39 лет получить орден «Знак почета» это было действительно, было за что, да? И младший сын Георгия Павловича Сергей, он проживал в Ульяновске, вот в 2021 году его уже не стало. Ну и я, внучка, в данный момент я работаю в Северо-Восточном федеральном университете, кандидат педагогических наук, доцент. И что хочется сказать, что
Для меня дедушка – это ученый с большой буквы. Именно он проложил путь для меня в науку. Вся его жизнь, вся его деятельность – это связано с развитием сельского хозяйства в Якутии. Хочется поблагодарить всех родственников, всех коллег, знакомых, которые работают в направлении увековечивания его памяти. В Сунтарах очень хорошо помнят Георгия Павловича и очень многое, повторюсь, уже делают, да, для увековечивания его памяти. Всем от имени родственников большое спасибо. Спасибо большое. У нас есть предложение уже начать экскурсию, и там еще вот много семей, и мы просим наших VIP-персон немножко уделить внимание для информации. У нас есть прямой YouTube-канал, много другое. Там уже вас ждут лекторий, будет работать до конца февраля, но я думаю, самые яркие информацию можно получить только сегодня. Я думаю, что специалисты из Сахагропроема, и Якутского скота, и института, мы все вам расскажем более эмоционально те детали, которые, может быть, интересны будут для вас. Приглашаю всех на в лекторий для первой экскурсии, которую надо как-то организовать, но опытные экскурсоводы исторического парка все организуют. Спасибо большое, всех с открытием поздравляю и предлагаю начать обычный режим выставочной деятельности и приглашаю всех сегодня на дегустации. Еще будет мастер-класс, как заниматься валентировкой скота, которая очень важна для сельхознауки, потому что это основа основ для оценки качества скота. Спасибо большое всем. Всех приглашаю на... Во-первых, разрешите поздравить вас с Днем российской науки. Это первое. И от себя лично, от Постоянного комитета по силовой и аграрной политике Республики Саха-Якутия, Государственного собрания Ил-Тумен, очень благодарен, что вот в связи с 110-летием юбилеем Георгия Павловича Коротова, первого директора ЯНИСК, вы организовали вот такую интересную декаду. Я вот впервые присутствую в качестве председателя постоянного комитета, и здесь хочу сказать, что вы соединили сегодня именно науку, теорию с практикой. Мы сегодня все увидим, практическую часть применения именно нашей жизни, повседневной жизни, достижения науки. Но о Георгии Павловиче говорить можно очень много. Но самое главное, что он был у истоков именно института, у истоков создания сельскохозяйственной науки. И сегодня я с большой надеждой выражаю, что эта декада, вот эти все 10 дней пройдут интересно и будет много посетителей. Еще раз поздравляю и Государственное собрание, сельскохозяйственную науку, и наш комитет всецело поддерживает. Вы это очень хорошо знаете. Спасибо большое. Мы знаем, что у нас Арсений Сергеевич увеличил финансирование на сельхознауку, но это без вас не прошло, без поддержки на уровне комитета, Ил-Тумен. Поэтому большое спасибо. Это продукты от кого, не подскажете? Это генофондное казенное предприятие «Якутский скот». Что сегодня вы представляете? Мы представляем блюда из мяса якутского скота, молоко. Производство именно вашего предприятия? Производство именно нашего предприятия. Сыр. Еще технолог наш расскажет все обо всем.
она использовалась в народном хозяйстве. Также Георгий Павлович Коротов имеет большой вклад в деле увеличения количества голов, количества соболей, да, которое очень сильно в свое время подсократилось. Мы знаем, что в царское время соболями платили ясак, да? И поэтому количество соболей тогда очень сильно сократилось. Вот стоят экспонаты, предметы, которые использовались для осеменения скота. Да, использовались они в советское время, в 40-х годах, и вот эти пинцеты использовались и в более позднее время. Татьяна Андреевна, даю вам слово. Это старинные инструменты, которые сохранились еще в музее Института Всесоюзного института, Всероссийского института животноводства. И они вот 40-го, 30-го годов, в которых тоже Илья Иванович, те ученики, Милованов, Соколовская, Смирнов, вот они вот это все сделали сами. И это старинные предметы, которые использовались еще в 40-е годы, когда только искусственное осеменение начиналось. Так что вот оно тоже как бы причастно к Коротову. Почему? Потому что он как ученый внес свой вклад тоже в организацию искусственного осеменения не только Якутии, но и, можем сказать, даже по всему Союзу, скажем. Спасибо. Да, якутский скот активно смешивался с сементальской породой. Сементальская порода, это порода, выведенная в Соединенных Штатах, да, в Канаде. Мясная молочная порода. И вот для улучшения породы якутского скота, именно для выведения скота, который был пригоден к нашим климатическим условиям, как раз смешивались с сементальской породой. Да? Также немножко смешивали с холмогорской породой. Холмогорская порода – это порода скота, которая выведена издавна в России. Вот. И также были вот такие, велась работа по смешиванию породы с галштинской породой, да? Которая является швейцарской коровой, такой продуктивной. Есть новости из Китая, там, оказывается, клонировали галштинскую породу, и сейчас у них в Китае есть 3 теленка, и вот через несколько лет китайцы хотят достигнуть стада, поголовья стада более 1000 голов галштинской породы, путем клонирования. Да? Итак, вот эти предметы, через такой микроскоп наши осеменаторы рассматривали семя быка. Если они не двигались, получается, семя некачественное, да, мертвое, да, получается. Поэтому вот обязательно шла вот такая проверка. То есть это почти научная работа получается. Да? Вот зеркало с краю. Зеркало это использовалось, вводили во влагалище коровы, раскрывали и вводили таким пинцетом семя. Да? Это зеркало баранье для овцы используется, а коровье, оно, конечно, большое. Да, вот они стоят. Подходим мы к нашему одному из основных экспонатов нашей выставки, это бык Раджу, у которого вывели более 7000 доз семян. Да? И сейчас во владении Республики Саха находится более 5000 доз семян. Рядом с Раджу мы видим контейнера, в которых перевозили осеменаторы семя, да? Бычье семя. Якутский скот очень небольшой, он в холке, земли до холки он 120 сантиметров не превышает. То есть очень маленький, да? Ноги короткие, сам он длинный, голова большая, и шерсть очень густая, больше 6 сантиметров вырастает шерсть. То есть подшерсток очень, благодаря этой шерсти, подшерстку, жиру, да, якутский скот очень устойчив к холодам, то есть он вообще не мерзнет, по сравнению с другими породами, да. И, он, конечно, боится дождя,
после, если дождь выпадет, то скот будет мокрый, потом, если будет ветер, то он может заболеть и умереть. Да? Также якутский скот не подвержен болезням разным, то есть бруцеллез, туберкулез, ему не страшен. Да? И вот в этом отношении он очень такое крепкое животное, также очень неприхотливое. Да? Мы знаем, каковы якутские хотоны, да? Такие низкие, маленькие, тесные и очень там вонючие. Да? В таких условиях моя бабушка, например, работала, она доила коров. Почему тесными делают? Потому что они же их хотоны не топят, да? И там большое количество коров туда там проводят зиму, чтобы было тепло, вот собственное дыхание. Да? И несмотря на это, якутский скот, хотя и тащает за зиму, он за лето очень быстро, очень нагуливает жир, а также ходит по лесам, по горам и вообще вот такое подвижное животное. А также якутский скот, благодаря своей живучести и вот плодовитости, вот, телята у него, рождаемость у него очень хорошая, выживаемость рождаемости телят очень хорошая. Но из-за плохих условий, вот в царское время особенно, да, из-за того, что хотон был такой, не очень хороший, да, телята погибали, вот это было. Также надо сказать, что молоко якутской коровы, оно очень жирное. Вот, жирность показана вот, Ленинского совхоза, Сакырырского, да, сейчас Ленин-Бутантайского, как его называют, вот, называется этот улус. Раньше это был полностью Верхоянский улус, и там самое большое количество якутского скота там именно находится. Больше 1000 литров молока дает якутская корова в год. Да? Старошевский вот, пишет в своей монографии Якуты, что якутская корова давала более 5-6 бутылок молока в день. Но если вот при хорошей кормежке якутский скот дает молоко, конечно, больше. Пересмешивание тоже больше дает. Ну вот, как в царское время было. Якутские бедняки все лето косили, запасали сено, оно вот в феврале заканчивалось, да? Заканчивалось. И в марте наступал вот, голодный период. И вот скот начинали кормить тальником, да? Ивовым тальником, чтобы как-то выбиться из положения. Конечно, бане давали в долг сена, и бедняки входили вот в кабалу, да, из-за этого. Потому что сено заканчивалось в феврале, в марте. Вот, якутский скот очень древний, он туранский называют, то есть он родственник монгольского скота. Монголо-туранский, да. Монгольский скот очень похожий, да? Очень похож, но вот Старошевский вот пишет в своей монографии, что якутский скот, видимо, смешивался с яками. Потому что очень какие-то на яка похожие, вот, похожий скот есть в Якутии. Вот, и сейчас, ну вот, яков доводит с 70-х годов. И смешивание с яками тоже дает хороший результат. Потому что яки, их в Монголии много, это очень неприхотливое такое и мясное животное. И вот как раз крепость якутского скота увеличивается по смешению с яками. Сейчас хочу дать слово следующим нашим. Так, сейчас коллеги научно-исследовательского института расскажут, покажут вам, как промеры брал наш Георгий Павлович Коротов раньше. Вот видите, тут молочная продуктивность якутских коров совхоза Ленинский в сравнении со средней продуктивностью коров республики. Это данные Георгия Павловича Коротова. Вот смотрите, все тут это данные, которые он делал еще с Зоей Васильевной Журавлевой. Тут у нас имитация, наши ребята показывают нам, как жир определял Коротов Георгий Павлович. Вот справа стоят тоже коллеги, молодые коллеги из института. Да, сотрудники института, они вот как раз Зоя Васильевна и Георгий Павлович, как определяли жирность молока, вот показывают. Зоя Николаевна. Зоя Николаевна. И это, пожалуйста, девочки. Так. Девочки. Добрый день.
В честь серии мероприятий «Почему» в агронауке, посвященных 110-летию первого директора-организатора Якутского научно-исследовательского института и первого доктора сельскохозяйственных наук Георгия Павловича Коротова, наша группа вас ознакомит с темой измерения животных и точка взятия промеров животных. И вот начинаем. Первый прибор – это палка деревянные и металлические бывают. И циркуль, пожалуйста, покажите циркуль. Это мерная палка. Это мерная палка. Это подальше. Циркуль идет, циркуль, для измерения. для измерения. Для измерения. Макалака. Да, ширина макалака, потом ширина лба. Мерная еще лента. Мерная лента. Косая длина. Три инструмента. И обхват груди. И обхват груди, да. Длинная палка представляет собой металлические и деревянные детали. Длина. Вот, например, вот так берем высоту. Наивысшая точка, да. Самая высшая Точка, да, от земли до земли. Вот, например, метр 10 От высшей сантиметров точки высота. холки Метр 10. до земли. Вы метр 10 было, да? Да, метр 10 высота. А сейчас как мерить, так же? А? Так же, конечно, так же мерит, ага. Так же мерит, ага. Он также мерил. А вот ширину вот так берем. Да. Высота перед цикалем. Ага. От высшей точки Вот все по перед я вертикали. не могу дойти. Киря, длина киря. Там тоже. Лента. Лента. Высота перед можно сзади. До земли. До земли. Самая высокая точка. Ага. Глубина груди. На груди вот так берем. Нет. Давай не хвата. Не хватает. Не хвата. Глубина груди. Глубина груди. А, глубина груди. Так, вот так. Глубина груди от холки до грудной кости по вертикали, касательной к заднему углу лопатки держится. И дальше идем. Ширина. Ширина груди за лопатками. Ширина груди. Вот это. Ага. В самом широком месте груди. По вертикали, касательно к заднему углу. Вот так, примерно так. Ага. У тебя же было Это уже все выпалки. Ширина в макалаках тембар. Ширина в макалаках. Циркулем. Расстояние между наружными выступами седалищных бугров и наиболее отдаленных точек. Ага. Там видно. Указка и указка. 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 И ширина в седалищных буграх. Сзади есть циркулем. Расстояние между наружными выступами и седалищных бугров и наиболее отдаленных точках. Косая длина туловища. Или лентой. Лентой можно. Если гиподикобар была. Палками деревянными и лесами. Тягани. Все-таки. Метр вон это, а так? Сейчас охват груди за лопатками. Охват груди за лопатками лентой. По вертикальной линии. Проходящий через задний угол лопатки. Лопатка, конечно, круглая. Вот так. И что
Поделитесь секретом, он же двигается, как можно измерить? Ну, это Спокойно корова надо животные так стоят. В Москве буду гонять. Длина головы. Длина головы. И лентой можно, и циркулем Циркулем можно. можно. От середины затылочного гребня Да. до носового зеркала. Ширина лба. Ага. У нас это сегодня там ширина получилось лба вот спокойно. так. Ширина лба. Ага. Почти В удаленных точках Вот тут головы. глазных орбит. И наименьшей тоже так. Самое трудное место. Он был охват пести. И обхват пести. Последний промер лентой. Вот. Ну, спасибо, друзья. А такой замер что дает с научной? Это вот экстерьерные данные для показателя, да, баникировочных данных, да? Для показателя баникировочных данных, да, для выявления продукции животных. На экстерьерные данные, А сколько раз в год делают? они, ну вот осенью обычно делают, год один раз. Ага. А как женщины справляются? Он же живой. Конечно, это вот специалисты же, специально селекционеры. У них там комиссия есть, ага. Они все знают за технику, те, которые Но проводили никто вот не баникировку. усыпляет, да, животных? Нет, нет, да вы что? Они Да вы что? спокойные стоят. Ага. Ну вот, дополнительно о коровах. Вымя у них покрыто шерстью. Это помогает коровам защищать вымя от мошкары и так далее. Да? И соски маленькие, поэтому доильный аппарат очень трудно. Вот туда Непригодно, втыкать. да? И, Ага. ну, вот, они еще и маленькие, поэтому доильный аппарат почти достигает пола. Да? И они падают, и очень неудобно. И вот, Расстояние от земли до да, дна вымени, и, да? а также вот, когда якутский скот, корова, она делится, она очень сильно страдает, да? Она мычит, там, топает. Стресс получается. И, то есть очень сильный стресс. И телят где-то больше месяца вот, в царское время держали у матери, у коровы, да, потом уже отпускали на выгул уже. А также вот, есть такая особенность у якутского скота, что он такой, вот как пишет Коротов о якутском скоте, в принципе, даже вот если очень хорошо кормить, длина, высота скота, вот телосложение особо не изменяется. Не изменяется. То есть оно остается таким, как оно было. А также, ну вот, скот обычно имеет черный вид, или белый, или красный. То есть в основном, ну вот есть такая особенность, белая вот такая полоса идет вдоль спины, да, вот наверху. То есть от хребта до практически до задней части. Вот. Рога обычно прямые и немножко вот такие искривленные, поэтому и называют хоргор-мостах, да? Такие вот прямые рога. Животное очень сообразительное и находит свой этаж, свой сайлык, даже вот за несколько километров они там бродят по лесу и вот обратно возвращаются. И то есть очень сообразительное животное. Также якутский бык тянет больше 200 килограммов на дальнее расстояние, да? Сани якутского быка запрягают. Ну вот больше килограммов не запрягают, потому что все-таки, ну понятно, да? По сравнению с русским вот быком, да, с европейским быком, наш бык, конечно, вот очень большого веса не осилит. Но, как уже сказано, якутский скот имеет очень такую хорошую перспективу и очень пригодное животное для наших климатических условий. И поэтому республика, конечно, ведет очень хорошую работу в этом плане, поддерживает как может наших вот, производителей, тех, которые за ними вот, занимаются разведением якутского скота и вот, занимаются осеменением, сохранением вот, поголовья якутского скота. Сейчас давайте обратим внимание на следующий предмет нашей выставки. Определение живности
молока якутского скота. Это предмет выполняет, ну, понятно, роль центрифуги. Она крутится, молоко в пробирках, и там жирность мочи. Вот. Специалист определяет жир, какой в этой пробирке и другой. Как уже сказано, якутское молоко, оно очень жирное. Веселый туз, уранник. Алтагылый үш. Карачас. Вот так происходил замер жирности молока якутской коровы. Совершенский пишет в своей монографии, что вот одного пуда молока якутской коровы выходит больше 2 килограммов масла. И кислого молока, тар это кислый молочный продукт, каша якутская молочная, вот как раз. Веселый туз, аргус. Вот так и гулять. Далее там в углу есть книга учета якутских коров. Вот такая книга совхозы, где писали данные скота. Да? Какой у них их имена, размеры и так далее, и учета. В центре нашей выставки череп якутского скота. Череп имеет свою особенность якутского скота. Сзади мы видим выемку. Вот такая. Выемка есть только у черепа якутского скота. Она вся белая, да? И рога, как я уже говорил, они более прямые, чем у гостей. Ну и, конечно, картины и лишние вещи Георгия Павловича Коротова. Его очки, дневник, удостоверения и часы. Вот наша выставка будет до конца этого месяца. Просим, кто сегодня здесь побывал, рассказать о этой выставке нашим своим знакомым, пригласить их на эту выставку, потому что выставка очень интересная. Кроме вещей, здесь есть мультимедийная часть. Также про Коротова, вообще про якутский скот. Так что вот со среды по воскресенье приглашаем на нашу выставку посетить. До 6 вечера выставка будет работать. Она, вот, вход бесплатный для тех, кто будет там интересуется